когда создавался только театр. Меня привезли сюда однажды, строился театр, строился этот шар знаменитый. Мне было очень интересно, потому что, говорят, в этом театре будет совершенно какая-то новая технология. Здесь можно будет проводить не только балетные спектакли, но и всякие разные проекты. И вот спустя некоторый период времени я уже приехал на постановку спектакля «Бальпургиевая ночь». Так что вот я имею какое-то отношение к этой труппе, к этому театру. И очень рад, что вот снова, спустя несколько лет, я вновь появился на этой сцене и встретился с этой труппой. Ох, ну это очень сложная история, понимаете? Это все равно, что зарождение ребенка, да, вот 9 месяцев, когда ребенок вынашивается, да, что там происходит внутри, непонятно, но он потихонечку как-то растет, зреет и в конце концов появляется на свет. То же самое можно сказать, что происходит и со спектаклем. Сначала появляется некий замысел, непонятно, говорит, вот хотелось бы, наверное, давайте попробуем, давайте сделаем. Потом собирается некая команда, это композитор, художник, либретист. Вот, и начинается создание спектакля с нуля. Почему с нуля? Сейчас уже очень редко пользуются вот этой историей с нуля, когда нет ничего. Нет ни музыки, ни живописи, нет. Ну, есть только идея. Вот с этого начинается театр. Когда появляется группа единомышленников, и начинает, кто-то что-то пишет, кто-то что-то рисует. Но, естественно, все стекается к главному человеку, это хореографу, постановщику, режиссеру, который должен воплотить все вот эти вот краски, музыкальная краска, художника, драматурга, прочее. Все это стекается к одному человеку, который должен это все распределить на полотне и создать некую картину. Когда ты заходишь в труппе там, 80 человек, 90 человек, бывает больше, меньше, да, и вот эти люди стоят перед тобой. Это те живые краски, которыми ты пользуешься. Вы понимаете, что каждый человек считает, что мир должен быть таким, как он его видит. Ну, так, видимо, заведено. А тебе приходится все эти миры, которые перед тобой стоят, привести к одному общему знаменателю, к своему миру, вот, чтобы что-то получилось. Поэтому, конечно, бывают всякие разные сложности, но если артист поверил в тебя и пошел за тобой, ну, тогда вся эта тяжелая работа приходит в радость. Когда ты начинаешь создавать какой-то спектакль, ты же погружаешься полностью в историю. Ты сначала изучаешь, а что было уже поставлено, да? Казы Карпеш, там, Баян Сулу, что было. Оказывается, есть много фильмов, есть мультфильмы, есть много рассказов. Дело в том, что как бы эта история не только казахская история, она, как во многих тюркских народах, чуть, видимо, изменена где-то, да, но она как бы существует. В этом спектакле я хотел попробовать понять, вот как Всевышний, создающий эту землю, почему он насытил ее, с одной стороны, вот такой фантастической любовью, с другой стороны, параллельно рождается зло. У нас как бы волчица, прародительница тюркских народов, да, она рождает волчонка. Но перед тем, как она родит, ее охотники убивают. И вот, понимаете, с одной стороны родилось зло, а с другой стороны, как этот мальчик, этот волчонок, должен вести себя по отношению к людям. У мальчика есть желание, наверное, отомстить за смерть матери. Да. Значит, здесь публика должна как бы стать на его сторону. Но, тем не менее, он приносит зло. Вот, понимаете? И я сам еще не разобрался в этом вопросе. Вот, почему это происходит? И вот, видимо, этот спектакль и есть мои размышления, что такое зло, что такое добро, что такое любовь. Потому что каждый спектакль – это, естественно, размышление, это борьба с собой. Я с собой внутри борюсь. Сегодня я выхожу, допустим, утром я иду, и у меня этот герой, он, значит, якобы настраивает, что он вот сделает какую-то подлость. Прихожу и начинаю ставить, у меня не получается подлость почему-то. Он выходит из рамок моих, которые я придумал. Потому что или это влияет музыка, или это влияет актер, который играет данную роль. Понимаете? Это живое. Это каждый день я с живыми людьми встречаюсь, это живые краски, которые как бы провоцируют меня.
не на то, что я придумал, а уводят в сторону, и сам того не понимаю, я иду за ними, за этими красками, за этими ощущениями, за этим чувством, да, и вдруг получается совершенно другая картина. Вот это другое, вот это трепетное, непонятное, что это происходит, и вот есть, наверное, творчество и вдохновение. Я хотел сделать в классическом стиле. Ну, естественно, со своими красками, сегодняшними, которые необходимы мне для создания той или иной картинки, того или иного эпизода. Это может быть чисто или акробатический танец, это будет или чисто казахский народный танец, это может быть какой-то где-то модерн, там, чтобы зло показать, понимаете, я не буду показывать национальным танцем зло, а буду показывать, естественно, каким-то гротеском. Вот. И я как бы создаю из разных жанров, которые не мешают друг другу, которые не сталкиваются, не противоречат друг другу, а наоборот поддерживают друг друга, создаю некую такую картину. И вот когда все эти вот жанры складываются в пазл, да, вот тогда, наверное, получается некое произведение искусства. Знаете, каждая мать, каждый отец мечтает о том, чтобы его ребенок дорос до каких-то вершин, чтобы у него был долгий путь в этом мире. Естественно, я мечтаю о том тоже, чтобы этот спектакль оставил свой след в чужой душе на много лет приходящего зрителя. Чтобы зритель, сидящий в зале, не ушел просто, ну посмотрели, попрыгали, потанцевали мальчики, девочки, а чтобы он ушел и он думал, чтобы этот спектакль заставлял думать зрителя, сидящего в зале.